Жизнь прекрасна. Давно в юности, в солнечном Алма-Ате, возвращаясь с Медео, я останавливал на дороге такси. Никак не ожидал, что остановится по тем временам очень дорогой БМВ, за рулем которого сидел примерно моего возраста, полноватый, изысканно одетый парень славянской внешности. Открыв окно, он предложил мне садиться, рядом на переднее пассажирское сиденье. В силу моей безмерной отчаянности мне тогда сильно понравилось, как мы летели вниз на неимоверной скорости, при этом каждый раз еле-еле вписываясь в повороты и игнорируя красные светофоры. Вдруг хозяин авто с удивлением спросил меня, не страшно ли мне. В ответ я ему только спокойно сказал, что мне сильно нравится скорость. Дальше его прорвало, и он, не останавливаясь, поведал, что решил сегодня покончить с собой. И я последний человек, с которым он общается в этой жизни. Понимая опасность ситуации, я предложил ему перед смертью сделать доброе дело и повозить меня по городу, чтобы решить мои банальные хлопоты. Собеседник явно оторопел от моей наглости, но быстро подумав, согласился, только отметив, что деньги ему не нужны. Большую часть дня, общаясь, мы разъезжали по нашему любимому городу. Познакомились ближе. Собеседник оказался хорошим парнем с благополучной обеспеченной семьей. В конце дня было видно, что он очень устал. Напоследок, расставаясь, я рассказал ему анекдот, и он, со смехом крепко обняв меня, уехал. При этом дал мне слово, что сегодня он хочет только спать и точно не собирается умирать. Хотя я больше никогда не видел этого случайного знакомого, все же я уверен, что он до сих пор вспоминает меня с теплотой. Более 10 лет назад меня срочно вызвала моя двоюродная сестра, которой тогда уже было под 50. Сестра сказала по телефону «Маңызды ісі бар», ей надо было срочно поговорить со мной по серьезному делу. Бросив все свои дела, я примчался к ней. Как всегда, она накрыла роскошный стол, и я по обыкновению по-волчьи накинулся на вкусную еду. А она, глубоко вздохнув, начала отрешенно говорить. Сестра грустно поведала, что у нее все очень плохо со здоровьем. Развод, кругом проблемы и так далее. Резюмируя сказанное, сказала, что долго обдумывала обо всем и окончательно решила уйти из этой жизни. Поэтому собирается посоветоваться со мной по поводу предстоящих похорон и других траурных мероприятий, которые предлагалось возглавить мне ради ее светлой памяти. Украдкой посмотрев в огромные глаза сестры, я увидел, что она полна решимости. Хорошо зная, что она очень основательный и волевой человек, стало ясно, дело действительно обстоит очень серьезно. Молча поев, я попросил сестру, чтобы она дала мне чистую тетрадь, авторучку и калькулятор. Открыв тетрадь, я без лишних эмоций начал деловито составлять список намечаемых расходов и подсчитывать на калькуляторе примерную смету предстоящих похорон, включая суммы для священнослужителей, стоимость аренды ресторана на день похорон, 2 откормленные дорогие кобылы, покупку продуктов и многое другое. Также попросил сестру определиться с трагической датой, внимательно составить список родственников и друзей, которых будет необходимо оповестить о ее скоропостижной смерти. Иначе потом будет неразбериха и оврал. Тут сестра удивленно посмотрела на меня, а я, уловив ее взгляд, серьезно продолжал, что она человек уважаемый, и надо провести все намеченное на высшем уровне, без недостатков. Сестра просидела какое-то время молча, будучи в трансе от моих слов и действий. Затем мы оба дружно громко рассмеялись над ситуацией, после чего, снова весело общаясь, попили чай, и я уехал. Теперь, уже много лет, когда она звонит мне, я всегда серьезным голосом спрашиваю ее по-казахски «Маңыздыспа?» Не по важному ли это делу? В ответ всегда слышу в трубке смех сестры. Я рассказал эти 2 поучительные истории из реальной жизни, чтобы показать, как важно в критический момент, чтобы около потенциального самоубийцы оказался внимательный человек, с которым они могли бы пообщаться и разрядить обстановку. Надо всегда помнить, что суицид – великий грех. Мусульмане издревле не хоронили самоубийц на кладбищах. Ведь человек, убивая себя, становится еще и убийцей. Ведь отвергающий великий дар Создателя, саму жизнь, будет осквернять собою кладбище. Пусть все окружающие нас люди будут богобоязненными, сильными и проживут долгую счастливую жизнь в окружении родных и близких. Этот рассказ я написал в марте 2015 года. Постскриптум. Моя деятельная сестра Қарлығаш Ғаббасқызы выправила дела и была достойной бабушкой своих внуков.
Очень набожная, она несколько лет боролась за жизнь с коварной болезнью и ушла в вечность в октябре 2020 года. Религия учит, что болезни очищают от грехов. Иншаллах, Карлыгаш Тате в раю. Аминь. Мне очень много еще есть что сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.